привет, меня зовут Байзитов Эмиль, и сегодня я в штабе Татар рассказываю про очень интересную тему, которая помогла мне создать бизнес со 150 тысяч рублей, и вот его оценка месяц назад подтвердили более 50 миллионов рублей. Когда-то я об этом узнал в сообществе, куда пришел. Это сообщество Акбарс, тогда оно называлось Синергия. 4 года назад, когда я начинал бизнес, я познакомился с ребятами, благодаря которым я сегодня здесь нахожусь, которые на старте моего бизнеса рассказали мне и поделились со мной навыками. Я их дополнил, и сегодня это 3 главных навыка, которые мне помогают достигать результата. И также я поговорю о важности сообществ, о том, какое сообщество здесь ребята формируют. Очень рад здесь находиться, и сегодня вот поделюсь этими главными темами. Ребят, всем привет! Меня зовут Байзитов Эмиль. Я предприниматель, мне 26 лет, и у меня компания по производству и продаже мебели «Трансформер». Из такого интересного, наверное, это проекты и наши клиенты. Наша мебель стоит в ресторане «Кайф» у Моргенштерна, может быть, слышали. Слышали кто-нибудь? Про «Кайф». Знаете вообще, кто такой? Да. Клуб 500 Димы Портнягина у нас покупает также диваны в школы, мы сейчас в благотворительном проекте участвуем. И также мебель стоит очень известных людей, как директор Яндекса, Топ и Веспер, это недвижимость, и там коммерческий Huawei также у нас приобретал. Еще много людей, просто про которых я, может, даже сейчас и не знаю. Оборот компании превысил 250 миллионов рублей, и чтобы вы понимали, я так же, как и вы, приезжал сюда когда-то, совсем с нулем, то есть у меня не было ни знакомых, ни друзей в Москве. И меня позвали сюда рассказать про свой путь, про то, как я пришел к данной точке, в которой сейчас нахожусь. И хотелось бы сделать это с пользой, с ценностью, не просто в формате какой-то биографии, а дать вам действительно то, с чем потом можете уйти и у себя применить. И начну я с того, что я родом из поселок Межозерный, это Челябинская область, поселок 6 тысяч населением, все работают в шахте, то есть мои родители были не исключением, чтобы вы понимали, там зарплата у родителей была порядка 40 тысяч рублей, и у нас просто, денег было впритык, но в целом, я рос в такой любящей семье, у меня классные родители, я им очень благодарен. И в 11 классе встал вопрос, как у вас у многих, я думаю, сейчас вы здесь, в Москве, поступление. Я поступил в московский вуз, приехал сюда на инженерную профессию. Я плохо сдал ЕГЭ на самом деле. И попал в Москву, потому что не проходил ни в Челябинск вуз, ни в Уфу. То есть я приехал сюда действительно с тем, что просто в Москве я проходил по баллам в вуз. И при этом мы знаем, что московские вузы намного больше котируются и лучше, чем региональные, хоть и там топовые вузы, так скажем, наших провинциальных столиц. Вот, приехав сюда, у меня была первая такая задача, это слезть денег родителей. То есть я приехал сюда, я понимал, что 40 тысяч они зарабатывают, и мне нужно каким-то образом сделать так, чтобы они сюда деньги не присылали. Представляете, они отправляют мне 10 тысяч рублей, я понимаю, что там им остается просто впритык, и просто мне было от этого плохо, и поэтому я занимался тем, что раздавал листовки, ездил, возил на склады людей. Даже была такая интересная история, что я стал бригадиром, то есть я набирал людей в Москве, я вез в Зеленоград на склады разгружать. И вот Новый год, я еду домой, выхожу из комнаты в общаге, там был такой студент Артем, помню его вот как сейчас, прям благодарен ему, знаете за что? Он перед выходом мне говорит: Эмиль, на, возьми доширак. Прям дает мне, вот этот доширак. Я говорю: да не надо, мне еще зарплата придет. Мне реально должны были перечислить там порядка 6 тысяч рублей за 3 дня работы. Я все равно беру этот доширак, кладу с собой, еду на вокзале на Казанском сижу и проверяю, когда деньги придут. В телефон ничего не приходит, то есть нет денег. Иду в банкомат, там тоже ничего нет. Еду уже в поезде, со мной семья, там еще купе, я не знаю, сейчас нет эти 50% скидки на верхние купе? Есть. Я ехал на верхнее купе, и со мной семья ехала. Кушали, и они такие: а ты что не ешь? Я такой: да, я худею. Я не ем. У меня не было такого, что я там мог как-то попросить взаймы и так далее. Не знаю, я приехал, может быть, из поселка с такими принципами, что все, я сам тут и ни у кого-нибудь взаймы брать. И они такие: да давай спускайся кушать. Это уже второй день. Ехал я в МИАС. Второй день, они такие: спускайся, покушай. То есть они внизу сидят и меня зовут. Я такой: о, класс. Пока я спускался, они еду убирают, мне столик освобождают, кушай. Я достал свой доширак, съел его. И утром, когда я приехал уже на остановку, я такой голодный был. Меня папа встречает, и сестры наделали учпучмаков. И я такой, чтобы не показать, что я супер голоден, я беру один, съедаю, второй, и такой: все, пап, я наелся, я уже в поезде поел. То есть я, держал лицо, и у меня была первая такая задача, это слезть денег с родителей. Дальше уже
учеба, я параллельно работаю, я официантом, ну, в общем, много где поработал. В какой-то момент в РУДН я поступаю, это в магистратуру, на профессию, там, инженерный бизнес-менеджмент был. Сейчас вот мне сказали ребята, что уже нету направления. Учился там, открыл, значит, направление мебель. Я параллельно работал техническим директором в компании, дорос до технического директора, начинал инженером. И у меня вопрос стал о том, что мы там в маленькой студии жили. Я уже женился, у меня есть жена. Маленькая студия, нужно мебель поставить. И на рынке как таковых предложений не было, а у меня были конструкторские навыки, я умел чертить. Я такой, дай-ка я сделаю сам мебель. А еще я узнал, что есть мебель-трансформер, я решил сам ее сконструировать. Сейчас смотрю, получилось вообще ужасно, но тогда я такой, офигеть, вот это мебель, вот эта обстановка. Вот. И получается здесь появилась у меня компания, в которой я начал активно работать, у меня появилась также следующая задача, это у меня появилось понимание, что я умею бизнес строить, что я могу это уже делать, компания начала набирать обороты. Все начиналось, кстати, с друзьями, то есть с друзьями, с универскими, я там ребят набирал своих, причем там, типа, давай договора о неразглашении подпишем с каждым. Ну, такой бред был. Сейчас это, конечно, уже не присутствует в компании. Точнее, присутствует, но уже так на официальном уровне. А тогда я тех, кого я не знал, вот на эти договора сажал. Но потихоньку мы начали работу. И появилась следующая цель, что я хочу сделать управляющую компанию. То есть я хочу, чтобы у меня было много разных компаний. И эта цель у меня появилась в 23 года. И в 25 лет я созваниваюсь со своим психологом, так скажем, ну, то есть коуч, много ребят разных, это преподаватель из высшей школы экономики, она, там у нее свой блог на ютубе про тайм-менеджмент. Я такой думаю, а мне нужно это, мне нужно правильно управлять своим временем. Звоню ей, общаюсь, она говорит, мы очень хорошо с ней все еще общаемся. Она говорит, Эмиль, вот у меня есть такой же парень, ему 38 лет, и он ставил также себе цель к 50 годам прийти к определенной точке, и он пришел сейчас туда. И все, и у него как бы стопор в жизни, он не знает, что дальше делать. И я такой думаю, меня это не касается. Но она мне тогда сказала еще, подумай о цели дальше, которая будет. И вот, мне 25 лет, я понимаю, что вот эта цель, которую я поставил себе, создать управляющую компанию, она будет намного раньше, чем тоже в 50 лет, а я на 50 лет ее ставил. И я такой, а что делать? Вот она, не знаю, она уже маячит, уже есть компания, уже не одна. И, стало так немного плохо. И после этого я понял, что на самом деле есть еще цели, есть цели, которые мы, наверное, часто слышим, я думаю, вы тоже слышали, что есть цели за пределами жизни, и, то есть я не понимал, о чем вообще речь идет, но после этого у меня братик, он примечателен, то есть он в религии, и он мне об этом рассказал, о том, что есть еще цели за пределами жизни, и при этом вот эти цели, которые здесь они хорошо привязываются к этой цели. То есть сейчас вопрос не про религию и вопрос не про это. Но в целом, эта постановка цели, это первое, что я хотел бы вам рассказать, о чем поделиться, это то, что ставьте себе цели. Ставьте цели на месяц, на 2, на полгода. И таким образом все ваши действия, все, что вы делаете сейчас, будет прикреплено к этой цели. И таким образом вы сможете просто свои действия более точно делать. У кого сейчас нет цели, это прям одна из таких штук, которая мне очень помогает. Я все еще ставлю себе цели. Я все еще в компании эти цели ставлю. И еще самое интересное, цели привлекают сильных людей. Вы, наверное, слышали, что за сильными людьми идут там сильные сотрудники, сильные руководители приходят. И вот это я тоже понял. Когда я начал эту цель транслировать на компанию, ставить цели определенной компании, ко мне стали приходить руководители. То есть у нас сейчас средний возраст в компании 40 лет. И чтобы понимать, то есть там у меня прям акулы мебельного рынка, я так скажу. То есть нашу команду все знают. Сегодня говорили про Гутер Мебель, это одни из наших конкурентов. То есть мы там активно, понятное дело, что мы чуть в разных сегментах, но все равно, то есть в нашем рынке мы лидеры сейчас на 1-2 месте, и это все благодаря целям. Это первое, о чем я хотел сказать. Теперь про второе. Второе это то, что компанию я начинал со 150 тысяч рублей, то есть у меня тогда были свободными 150 тысяч рублей. Сейчас, буквально месяц назад у нас была оценка, компанию оценили больше, чем в 50 миллионов. Я считаю, что больше она стоит, но оценка была независимая, соответственно, 50 миллионов сейчас стоимость нашей компании. И все это я понимаю, что благодаря одному из инструментов, и о нем я, кстати, узнал в сообществе, когда-то была Синергия, сейчас называется Акбарс. То есть я с ребятами в деловом клубе, и я хочу рассказать про этот интересный навык, тоже поделиться им, который я сейчас использую. Если говорить про бизнес, как я использую его там, и сейчас вы поймете, о чем я говорю. Когда я начал бизнес, прошло 3 месяца,
И как думаете, что мы получили? Не первые деньги, это был иск на 5 миллионов от конкурентов. То есть мы делаем бизнес, и нам прилетает иск, и я тогда не знал, что можно договариваться. То есть можно пойти в другую компанию и сказать, что, ребята, что за иск, давайте договариваться. Ну, как бы мы просто не будем там делать что-то, или, ну, в общем, договориться можно было. Я тогда этого не знал, для меня это было, ну все, воюем. То есть, как бы такое непонимание, но тогда я первое, что для себя понял, что нужно быть открытым. Причем здесь открытость, а при том, что вот эта компания-конкурент, которая нам иск прислала, она прислала иски еще 8 компаниям, в том числе Гутер Мебели. И в этот момент я понял, что надо просто всем собраться вместе, консолидироваться и начать, ну, как бы в ответ уже, ну, у нас тогда не было денег судиться, но когда мы все вместе собрались, пошли первые результаты. Поэтому я сейчас знаю и основателей, и ГУТ, ну, вообще всех конкурентов я знаю очень хорошо, и конкурент, который нам иск прислал. И вот тогда я понял, что первое, что нужно быть в бизнесе и делать, это быть открытым. То есть я такое качество, как открытость, в себя начал развивать. Второе, это как раз к управлению людьми относится, это то, что не получится с сотрудником договориться, если ты будешь, не знаю, подходить из позиции ученика, например. То есть с ними нужно вести себя уверенно, нужно ставить четко задачи, нужно быть уверенным. И это второе, наверное, качество, которое есть и которое я в себе развивал, это уверенность. И это в бизнесе очень сильно помогло. И третье, это вот про что я изначально говорил, это целеустремленность, постановка целей, и тем самым мы привлекаем сильных людей. Вот эти вот 3 качества я применял, но прикол в том, что эти 3 качества не работают в другой моей сфере, там они совершенно просто разбиваются, и там как будто бы, знаете, другие законы физики, другая планета. Сейчас я говорю про семью и про своих дочерей. Одной сейчас 2 года, второй 2 месяца, то есть она совсем малышка, и той, которой там сейчас ей 2 и 3 года, она уже разговаривает, с ней быть, например, уверенным, но это бесполезно. Ты ей что-то говоришь, в ответ много всего, а еще и непонятного. То есть здесь целеустремленность какая-то тоже иногда там боком играет. Я понял, что на работе я один, дома я таким быть не могу. И тут уже, ну как бы все, я понимаю, что я отец, я муж, и мне нужно действовать по-другому, мне нужно что-то делать, чтобы с дочерьми был результат. Какой результат? Ну я хочу счастливую семью, хочу, чтобы они были в безопасности. И со своей дочерью, конечно же, там уже другие совсем принципы работают. И с дочерью, например, я понимающий. Ну, то есть я понимаю, что это ребенок, и что ей просто сказать, что, там, не знаю, Стеж, нельзя щеткой чистить унитаз, это как бы одно. А если ей объяснить это, то есть я уже с пониманием подхожу, я уже с ней разговариваю, я диалоги строю, и только там полчаса пройдя, она понимает что-то. С сотрудниками я такого делать не буду. То есть если сотрудники не понимают, то, ну, как бы тут уже другие совсем меры, инструменты работают, и в семье те же самые инструменты, которые я использую в бизнесе, они также не работают. Второе, это, конечно, любящий. Ну, как бы я очень люблю и жену, и своих дочерей, и поэтому я провожу с ними время, я сознательно ограничиваю себя от работы. Мы вот сегодня с Гульнарой разговаривали, я говорю, что я был очень сильно погружен в бизнес, что даже вот сейчас я только вынырнул, смотрю, сколько всего, сколько сообществ. И вот сегодня я тут перед вами стою как раз из-за того, что я в том числе открыт и решил прийти поделиться. И третье – это ответственность. В семье это очень важно. Когда ты понимаешь и осознаешь, что ты отец, муж, ты должен понимать, что твоя семья должна быть в безопасности, это и определенный уровень дохода, это и то есть квартира, в которой мы живем, ну то есть это все, это за собой влечет, и это является следствием ответственности. И про что я говорю вот в этих всех примерах? Про какие-то качества. Но для чего? На самом деле вы сейчас сами можете у себя в жизни посмотреть, какие роли вы используете. Вы студент, вы там дочь или сын. И чтобы получать результаты в этих определенных сферах, необходимо качество. И вот как раз таки, чтобы получать крутой результат, необходимо сначала быть в этой роли, применять на себя качество, открытость, целеустремленность и прочее. И только потом начинать делать и смотреть на свой результат. То есть второе, это как раз таки понимать свои роли и качества, которыми эти роли должны обладать. И третье. Третье, это такой вывод я бы хотел сделать. Основное, что мне очень помогает развиваться, и что сейчас меня к результату приводит, это то, что есть вот такие вот сообщества интересные, классные. И последнее, наверное, из моих там открытий,
4 года назад я приходил, как я говорю, в Синергию, тогда у меня еще, как у студента, как у начинающего предпринимателя, не было каких-то финансов, чтобы участвовать в клубе, чтобы в нем находиться. То сейчас я пришел к тому моменту, что все, я могу в нем находиться. И это сообщество, где я могу озвучить свой какой-то вопрос, и ребята помогут мне найти решение. Они помогут подсказать, какими качествами я должен обладать. Ну, то есть это такая хорошая обратная связь. И я бы хотел, наверное, подытожить, что это как раз тот инструмент, который позволяет вам идти к своим целям и принимать вот ту роль. И вот сейчас вы находитесь в неком сообществе, где вы можете обмениваться своими идеями, где можете получать друг от друга ценную обратную связь и применять ее у себя в жизни. Вот, подытоживая и так резюмируя еще раз. Первое – это наличие цели необходимо и обязательно. Второе – это понимать свои роли и качества этой роли и вот стараться эти качества в себе развивать. И третье – это находите сообщество, находите окружение, благодаря которым вы сможете развиваться. Это то, что помогает мне, и то, что вот сейчас меня привело в данную точку, в данный результат. И сегодня я нахожусь здесь, чтобы как раз вам об этом, обо всем рассказать, поделиться своими историями. Их на самом деле много. Но вот тот месседж, который я хотел сказать, это вот заключается, наверное, в этих 3 выводах. Я надеюсь, что было очень ценно, и дальше готов ответить на вопросы, если они у вас есть, рассказать более подробно. Вот у тебя есть идея, ты нашел, допустим, инвестора, но он может просто взять, забрать твою идею и как бы использовать свои средства и реализовать ее. У меня был такой человек с классной идеей про сборку мебели, и он мне ее презентовал. И он мог рассчитывать на то, что я скажу: о, классная идея, сам ее запущу. Но самое крутое, самое главное в проектах – это человек, который горит идеей. Вот про цели, которые я говорил, это по сути идеи. У вас есть идеи определенные, цели ваши. И если вас это вперед тащит, если вы вот, как бы являетесь локомотивом и горите от этой идеи, то я вам точно скажу, что вы будете интересны тем людям, у которых есть деньги. Почему? Потому что любым таким основополагающим звеном в любой компании, в любом проекте является человек, который заряжен этой идеей и целью. Если ты просто ему идею озвучишь, и при этом ты сам не будешь в ней участвовать, то он ее не запустит только потому, что там не будет тебя, как того человека, который этим горит. Поэтому я бы даже так сказал, что те направления, которые мы сейчас запускаем, это не какая-то просто финмодель или какая-то идея, которую нам озвучили. Это именно человек, которому мы вокруг него обустраиваем такую систему, в которой он делает результаты. То есть тут главное даже ты сам. Почему инвесторы смотрят в основном на команду? Почему им интересны люди, которые в этом участвуют? Потому что они видят заряженных людей, они понимают, что дав сюда деньги, при, понятное дело, рассчитанной финмодель, результат будет. То есть человек может столкнуться с какими-то проблемами, но он их будет преодолевать только за счет того, что он этим горит. Я когда начал вот еще раз мебелью заниматься, иск получил. Я сейчас понимаю, что это хороший такой барьер на рынке. Когда кто-то новый заходит и получает иск, он просто перестает заниматься направлением. В нашем случае я это воспринял как то, что так, мою идею хотят, барьер на пути к моей идее поставить. Ну и, понятное дело, я обходил это. Поэтому самое главное, это все-таки человек, который стоит за этой идеей, чтобы он этой идеей горел. А как договориться с инвестором, тут уже в зависимости от, на самом деле, ты можешь договориться так, что если у тебя не попрет, то есть тебя будут выбивать это, а можешь договориться так, что если у тебя не попрет, то просто инвестор деньги потеряет, зафиксирует убыток и все. Так понимаю, был момент, когда просто у тебя был большой рост, не сразу же так получалось, что сначала постепенно, так и 250 миллионов. Когда был вот этот этап, скачок, барьер, когда ты там резко вырос? Что произошло тогда? Когда я работал, это был определенный оборот в силу моих знаний, в силу того, что я сам мог через себя переварить. Потом я начинаю нанимать людей, сильных людей, которые приходят, простой пример, ко мне пришел технический директор, он говорит: Эмиль, я работал в компании, я знаю, как все выстроено в ней, и мы там зарабатывали 15 миллионов. И через 4 месяца наша компания выходит на 15 миллионов в месяц. Почему? Потому что он приходит со своими технологиями, со своими, опять же, разработками, внедряет все это у меня и по протоптанной такой тропинке идет. И все, мы выходим на этот оборот. Поэтому, когда это происходило, наверное, не было какого-то прям жесткого ажиотажа или страха, потому что эти люди уже знали, что делать. И они такие: смотри спокойно, что сейчас будет. Я сделал то, и будет такой-то результат. А когда деньги появлялись, я не знаю, что было. Так, если говорить в личном плане, то, наверное, мы там в квартиру побольше переехали, я машину купил. Такие штуки, конечно, они начали появляться. И сейчас, сейчас это уже, тоже определенная точка, когда есть какая-то свобода финансовая. И плюс, самое крутое, наверное, это то, что команда сейчас сама в операционке работает. То есть у меня получилось, я очень много в обучение вкладываю, то есть сейчас пошел на МСАК Аязу, второе это
там обучение по выстраиванию как раз, ну, внедрению инструментов управления. И самое крутое было это вот эта команда, которая работает сама, которая производит продукт. И в целом, наверное, я здесь стою тоже и благодаря этому, потому что раньше я просто был там 24/7 в бизнесе, и на самом деле много приходилось делать. Есть такое понятие, как MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт. И в тот момент этим минимально жизнеспособным продуктом не было, ну вот эта мебель, она не является этим. А вот картинки эти, которые я могу просто выложить и предлагать уже людям, они этим являются. И тогда я использовал именно этот способ, я начал в Инстаграме, на сайтах, везде публиковать наши картинки. Я закидывал соседей своих, там мы в жилом комплексе жили, я просто всем сообщения писал из группы жилого комплекса, типа, смотрите, вот такую мебель можем сделать, кому интересно. И мы начали получать первые заявки, поехал я сам на замер, то есть я там купил даже на Авито такой потрепанный дальномер, чтобы делать замеры. Я приехал туда, я был таким экспертом, потому что я так начитался. Я рассказывал про типы механизмов, про материалы, хотя я еще ничего не продал. Но тогда уже я вот с этим минимально жизнеспособным продуктом в виде визуалок приехал, человеку показывал, у нас была первая продажа, девушку звали Марин, мы все еще общаемся. То есть, представляете, там с первым клиентом мы по сей день общаемся, она у нас там еще какие-то сборку заказывала, еще какой-то шкаф. И тогда я понял, что вот есть один путь презентовать это все инвестору, описать, показать финмодель, показать окупаемость и привлечь деньги. Большая ответственность. Я выбираю другой путь, и вот этим путем я шел. Сделать минимальный проект, который уже можно продать, с которого можно деньги получить, и за счет вот продажи этих продуктов начать потихоньку и вот доходить до точки, до которой мы сейчас дошли. То есть мы действительно начинали со 150 тысяч рублей, и сейчас оборот всех компаний более 250 миллионов годовой. Сейчас мы одно из направлений запускали, и тоже нам в лайки как раз дали ребят, которые анализируют, то есть они сделали прям анализ ниши, рынка, нам все посчитали, там 1030 стоило. Ну, то есть на этапе, когда у тебя есть деньги, то и ты понимаешь, что это необходимо, то да. Но это можно сделать сильно дешевле и намного быстрее результат получить, просто анализируя. Но, как я говорю, я начал выкладывать эти визуалки на сайт и получать отклик от людей. И тогда я понял, что типа все, это полетит, это стрельнет, а сейчас я понимаю, что рынок ограничен. Тогда я этого не сделал на этапе, на начальном. Я не смотрел, какая вообще ниша, какой объем рынка и прочее, не использовал консалтинговые услуги и сам не считал. И получилось то, что сейчас в точке, когда мы уже лидеры рынка, дальше потолок, и нужно что-то новое делать. Новый рынок, новая аудитория, новый продукт. В общем, на начальном этапе нужно это обязательно сделать. Если есть деньги, то можешь консалтинговые услуги воспользоваться ими. Второй вариант – это сделать самому. Сейчас очень много видео, вариантов, как это все сделать, как это все найти. Как сейчас вы доказываете свое преимущество вот этим крупным клиентам? Как вы их привлекаете? Вот этот вопрос, он классный тем, что это говорит о качестве продукта, который ты производишь. Как сделать так, чтобы к тебе приходили крупные? Как сделать так, чтобы к тебе пришел Моргенштерн? Как сделать так, чтобы к тебе пришел... Вот сейчас у нас Holiday Inn, может быть, знаете, сеть гостиниц, купили там 170 кроватей. За счет чего? Просто в какой-то момент мы вышли на тот уровень качества и сроки, которые необходимы этим игрокам. У меня было такое предположение, что им нужны цены прям вообще супер низкие, им нужны какие-то условия. Нет. Просто вот мы делаем качество, мы уже о себе заявляем, нам присылают на просчет, мы делаем, и вот в этот момент начали приходить сильные люди, когда именно качество продукта стало на том уровне, что вот эти клиенты начинают приходить. Поэтому если говорить про оборот, какой был тогда, наверное, около 100 миллионов в год мы делали. Это было в начале прошлого года, когда к нам начали приходить застройщики, и вот в таком формате это было. Как первые деньги начать зарабатывать? Может, эта тема интересна? Как тебе устроиться на работу? Сейчас порядка 9, наверное, позиций открыты в виде вакансий. Можно посмотреть на HeadHunter, компания Скандинавия. Там будет HR, нужно будет общаться с ней. То есть прям прийти на собеседование. Кстати, вот эта классная штука, ходить на собеседование. Оценивайте себя. Мы недавно оценку бизнеса сделали не с целью, чтобы его продать, а с целью, чтобы понять, сколько мы стоим. И сейчас у вас есть уникальная такая возможность написать о себе резюме. Обязательно хорошо напишите, посмотрите, как это сделать. Откликайтесь на вакансии по вашей специальности, в том, что вам интересно. И ходите на собеседование. Первые 5, сразу поймите, без ожиданий будут провальными. То есть вы будете приходить, мычать, нет опыта, нету того, нет этого. Вам будут низкие зарплаты предлагать. Но ваша цель не устроиться на работу, а оценить себя.
И дальше вы понимаете, что необходимо, чтобы там зарабатывать 100 тысяч рублей, например. И все, и вы уже это в себе развиваете, и таким образом классно себя оценивать, ну, с точки зрения того, сколько ты на рынке стоишь. Очень часто, когда дизайнеры покупали, говорили, что в скандинавском стиле. Донорством занимаюсь, у меня там больше 50 уже донаций. Конечно, это дело ради денег. Сейчас это дело просто, ну, как бы уже как благотворительность, то есть я там бесплатно. Вот. Но основное, то есть я цеплялся за все. Главное это просто почувствовать это, наверное, ну, как бы понять, для чего это. Потому что я вижу людей, которые без цели, многие сидят и получают там, не знаю, деньги от родителей. Как бы это нормально, да, получать, если вы понимаете, что сейчас вы обучаетесь, что сейчас вы учитесь, и это на самом деле крутая инвестиция родителей в вас, если вы действительно знания берете и будете их применять. Знания, кстати, нужно применять. И, ну, то есть, я сегодня вопрос задавал ребятам, кто работает, вот мне ответили, что кто-то там устраивается, кто-то уже помогает родителям. Самое крутое – это использовать свои знания. У нас, я не знаю почему, в компании очень много из Плешки ребят. Кто-нибудь есть из Равоплеханова? Нет, да? Бывало. Сегодня нет, ну, обычно есть, да, у нас. Да. Ну, в общем, я не знаю почему, может быть, рядом находимся или что, но у нас очень много студентов работает. То есть у меня сейчас есть свой личный ассистент, которая как раз-таки учится в РЭУ, она учится там, ну, как бы удаленно, то есть она не ходит на пары, и она, как ассистент у меня, ну, просто прекрасно справляется. Нанимала ее Аня Почевалова, ну, не нанимала, а обучала Аня Почевалова, это ассистент Аяза Шабудинова, то есть мы прям там очень хорошо со всем, ну, с ним общаемся, с ней общаемся, и вот я понял, что... И когда она пришла, что я хотел рассказать, она пришла, у нее специальность торговое дело, и когда она пришла, она поняла, вот сегодня ребята говорили, нас обучают тому, что ну где-то высоко, там где-то далеко. Она начала это спускать и применять у себя на работе. То есть она к нам приходит, ко мне приходит, она там отчет подготовит так, как их научили, например. Или какую-то сводку там принесет. Сейчас уже дошли до того, что она там свой проект мне презентует. Это к вопросу про инвесторов, про идеи. Ну, то есть она прям открыто делится. Я по своим контактам отправил походить, инвесторов поспрашивать. То есть она там походила, пооценила, доработала финмодель, презентацию, и сейчас у нас есть готовый проект, она сейчас выпускается, то есть она на 4-м курсе, и как только она выпустится, я уверен, что у меня еще один бизнес будет совместно с ней, потому что там просто человек, там, многорукий, многоног, терминатор такой, она прям, ну, она очень классная и делает там очень многое, начиная с того, что она мне операционного директора наняла, заканчивая наймом няни, ну, то есть няню для ребенка, это вообще сложная задача была, то есть все это она сделала. И тоже как один из вариантов ассистентом поработать, если бы я тогда в свое время это знал, студентом, я бы, наверное, пошел, чтобы набраться опыта. Поэтому применяйте знания, которые вы получаете у себя. Я, когда получил иск, я думал, все, это какой-то, наверное, мне перчатку бросили, сейчас дуэль начнется. Сейчас в бизнесе, я понимаю, суды, это просто бизнес-процессы, за которые должен быть ответственный. То есть я оттуда убрал полностью свое внимание, а когда оно было там, и вот к вопросу про клиентов, которые были недовольны, когда внимание на таких вещах у меня находится, мне прям плохо, я не хочу действовать. Это как, наверное, вот пример был, я рассказывал про деньги, когда закончились, ты когда туда, там внимание держишь, тебе прям фигово, ну реально плохо. Но ответственность за получение денег ты не можешь переложить на кого-то. А сейчас, ну, допустим, за суды я перекладываю на юриста, который там на компанию работает. То есть он ответственный за это. А за получение денег, ну, как бы лучше научиться самим это делать. Или второй вариант, опять же, отнеситесь к деньгам, которые вы получаете в виде стипендий, в виде денег от родителей, как инвестицию в вас. И тогда поднимаете качество вашего подхода к обучению. Потому что, я серьезно говорю, как бы там ни говорили, что сейчас универ не нужен и прочее, но знания, которые дают в универе, если их сделать применяемыми и применять в практике, ну, то есть это даст очень многое. Я на своем примере могу сказать, что когда я пошел в РУДН, и там я открыл свой бизнес, потому что, ну, вся тусовка такая была, и предметы были именно связаны с бизнесом. Но сейчас у меня есть результат в виде компаний, которые приносят деньги. И, кстати, такая штука, я не знаю, это не для камеры, может быть, но я подхожу к бизнесу очень весело. То есть мебельные компании – это в основном такие дядьки взрослые, старички, то есть мои конкуренты, это всем тем, кто за 45 лет, за 50. И когда я на рынок зашел, ну, то есть это было как, ну, типа, какой-то слишком дерзко. Сначала внимания не обращали, а потом уже начали относиться как к тому, что, ну, слишком дерзко веду себя. И я понимал, что есть такая штука, как Роспатент, где получаются эти патенты, то есть внешний вид изделия регистрируется.
И настолько там бред происходит, что, допустим, вот есть изделие, я могу сейчас запатентовать вот эту тумбочку, прийти сюда, спросить, у кого купили, и подать иск. И при этом я могу еще добавить какую-нибудь штучку, еще один патент сделать, еще одну штучку, еще один патент. То есть уникальности вообще никакой, поэтому аннулируются патенты легко, и мы сейчас идем путем не защиты, а именно аннуляции патентов. И сейчас мы так по-своему интересно начали патентовать изделия. То есть мебель, и мы туда просто какой-то бред добавляем, типа ушки к мебели. Это новое уникальное изделие. Прикиньте, и когда они видят, что мы патентуем, а мы это патентуем, и мы это клиентам теперь привозим. То есть мы приезжаем и из картона ушки ставим. Фоткаем все это дело, и все, это наши патенты. Никто не имеет права теперь использовать ушки в мебели. Ну, таким вот образом выкрутили себе патенты, начали получать. Вы сейчас молодые, все, у вас энергии дофигища, используйте ее. Я это сам в компании транслирую, я эти ценности туда даю, у нас легко, у нас хорошо. У нас такие мужики 60-летние сидят, смеются. У нас там, ну, какие-то, не знаю, там в офисе мы настольный теннис, то есть играем. Взрослые люди сидят, играют. Там такие всякие прикольные штуки устраиваем. Это все из-за того, что есть энергия, есть вот, и есть понимание, что бизнес делать серьезным лицом, по крайней мере у меня есть такое понимание, это ну совсем скучно. И у нас одна из компаний по сборке мебели я показывал, называется «Я собрал». И там посередине СОБР, как, знаете, вот, знаете СОБР, что такое? Вот, и у нас они в бронежилетах на выставку завалились, и там сзади «Я собрал», и они ходили на мебельной выставке, контакты свои раздавали, заказов получили до Нового года. Смотрите, я себе в прошлый Новый год сделал такой подарок. Это было на хакатоне, как раз у Аяза в МСА, в программе в одной. Я сижу, там все задачи себе ставят, а я только пришел в компанию. Все цели закрывают, там же задача закрыть цель, успеть закрыть цель. А я приехал туда только. Я смотрю, у меня за год, я веду свои задачи в Trello. Знаете, наверное, что такое? Доски Trello. Я веду свои задачи там, я вижу, что у меня 55 задач в конце года осталось. И я такой сижу и думаю, блин, как фигово. 55 задач, которые я взял. И каким образом я себе сделал подарок и вернул энергию. Вот. Я начал эти задачи, я, поставил себе цель, за 2 дня я эти все задачи закрою. 2 дня до Нового года оставалось. Я их закрою, то есть, чтобы понимали, я где-то 55 задач делаю в месяц. А тут 55 задач у меня висит в Trello. И я начинаю делать первое. Что можно сделать с задачами, которые у вас висят. По идее, когда вы свое внимание на этих задачах держите, а у вас ограниченное количество внимания, вы таким образом энергию там держите, и она как бы к вам не возвращается. У вас вот этот гештальт висит, ну, типа, надо закрыть эту задачу, надо что-то с ней сделать. Первое, что я начал делать, это передоговариваться с людьми. Вот вопрос про задачи, я понял, что эта задача ко мне не относится. Я этому человеку звонил или писал, говорил, смотри, я твою задачу взял. Причем это очень частая проблема руководителей. Они привыкли от людей брать нерешенные задачи и типа, ну, я ответственный, я руководитель, я решу за тебя ее. А я понял, что у меня таких задач штук 30 было. И я всем обратно их раскидал, под Новый год им подарок сделал, но я вернул как бы эти задачи им. Потом у меня осталось там еще 20 чем-то задач, и около 20 задач у меня тогда появился ассистент. То есть вот как раз человек, который... как бы по сути у него задача основная это высвобождать мое время. Я ей эти задачи передал, которые она реально может сделать. 20 задач. У меня там осталось задач 5 до Нового года, которые я просто сделал. И тем самым, прикиньте, я такой высвобожденный к Новому году. Я так, блин, такой кайф был. Вот, и сейчас я это часто практикую. Завершайте задачи, передоговаривайтесь. Можно передоговориться каким образом. Я не буду эту задачу делать. Может, на меня больше не рассчитывать, но я эту задачу делать не буду. И третье, это не принимайте задачи, если они к вам не относятся. Зачастую, там, я не знаю, какой-нибудь одногруппник к вам обратится, слушай, а помоги мне вот это сделать. Ну и ты как бы, да, я тебе помогу завтра, и все, и у тебя уже, ты начал эту задачу по идее. И если ты так договариваешься и передоговариваешься, просто скажи, слушай, не рассчитывай на меня, ну просто, можешь в следующий раз в этом на меня не рассчитывать, но я эту задачу закрываю. Вот тоже такая штука, которая мне сильно помогает и тем самым энергию возвращает. В общем, как-то так. Мы хотим тебе выразить огромную благодарность. Самая главная функция штаба какая? Чтобы вы друг с другом общались, друг друга поддерживали, да, и за счет этого вы достигали хороших высот и в бизнесе, и в учебе, конечно же, находили себе друзей, партнеров, там, в бизнес, если вы хотите какие-то новые идеи привнести, вот это тоже как бы наша главная задача. Из-за этого мы здесь собираемся. Сегодня вот у нас такой крутой спикер, реально же крутой, реально же интересный.
Вообще Спасибо. круто, спасибо большое, Эмиль. Вообще зарядил нас. И как Эмиль говорит, то что на самом деле он был в клубе «Синергия». Раньше у нас в Москве тоже был вот, ну, пару слов тоже скажу про клуб «Синергия». Реально был такой сильный клуб, где также друг другу помогали. Элементарно были такие условия, то что они даже устраивали, короче, находили друг другу жилье, они вместе жили, они вместе ходили на крутые встречи, тренинги, сами создавали это крутое сообщество, которое друг друга поддерживало вот на всех моментах. То есть это было вот прям такая поддержка в Москве, да, и она вот до сих пор есть, и вот вырастают такие крутые люди, вот как Эмиль. Посмотрите, это же круто. И всегда нужно также стремиться состоять в таком сообществе и создавать такое сообщество вокруг и себя, и как бы вот у вас площадка, где вы можете также собирать людей и возле себя такое же комьюнити создавать. Недавно вот на Алтай летали с рабочей поездкой с ребятами из Акбарса. Тоже классное время провели, природу посмотрели, с правительством познакомились. И только недавно разговаривал с Максимом, это кто модерирует клуб. Он говорил о том, что нету сообщества именно для начинающих, для тех, кто там 100 делает, ну там от 100 до 300. Вот такого сообщества нет. Если что-то такое запланируете делать, то можете мне прям писать. Я готов буду активно поучаствовать с идеями, вот, с ребятами идею развить. И может быть что-то получится для... Ну, вообще сделать в рамках штаба, в рамках республики, и я как бы с радостью поучаствую. То есть у вас есть возможность даже элементарно, кто-то уже готов тебе устроиться на работу. Это же вообще классно, то что мы друг другу, татары, там, башкиры в Москве помогаем, мы открыты, и вы также можете вопросы любые задавать. Сегодня у нас вот такой крутой спикер, мы также будем звать. Эмиль, если у тебя тоже есть какие-то люди, которые готовы выступить, ну, перед нас, с нами. Я Рената могу привести вот прям. Фахридинова за уши, мы сами его уже давно тянем, да, Шамиль? Фахридинов, он у нас тоже обещает давно. Он просто в Дубае там после UFC, он говорит, да, я приду, хотя он здесь рядом там занимается и все, доехать никак не может. Сейчас я ему прям сторис запишу. Ренат, мы в штабе татар, ждем тебя здесь на выступлении. Говорят, ты уже... Доехать никак не можешь до нас. Да, мы тебя ждем здесь. Я сам приду посмотреть. Ребят, давайте все вместе. Ренат, ждем! Ренат, ждем! Сегодня у нас в гостях был молодой предприниматель, который рассказал нам про свой путь в бизнесе, рассказал какие-то свои фишки, поделился лайфхаками, и мы могли задать ему вопросы, которые интересуют молодежь, особенно тех, кто в дальнейшем тоже планирует заниматься предпринимательством. Сегодня поучаствовал в лекции Эмиля, меня зовут Нейль, мне очень прям дико понравилось его история, те советы, которые он мне дал. Все участники, все внимательно слушали его, все мы были в потоке, слушали вот эту ценную информацию, биографию его жизни, как буквально с нуля стартовал, поднялся, сейчас очень успешный человек. Многие ребята задавали вопросы. Я как минимум видел 2 человек, которые активно уже развиваются в бизнесе, с ними можно было бы познакомиться, там, завести новые полезные связи. Эмиль отвечал на все наши вопросы, я сам задавал вопросы, записывал там, советы эти. Я думаю, они очень сильно мне пригодятся в жизни. Вообще было бы здорово, чтобы в штабе почаще проводились такие мероприятия, приглашали спикеров из профессиональных сфер, чтобы создавались какие-то творческие, не знаю, как сказать, по сферам какие-то клубы интересов, там музыкальные, творческие, бизнесовые, чтобы появлялись такие вот сообщества, и все мы в них могли бы развиваться более эффективно. Поэтому рад буду снова вернуться в штаб татар. Сам тут всего лишь 2-й раз в жизни, и очень здорово, что можно приходить и общаться с ребятами, у кого там не хватает общения, кто дома сидит, я не знаю. Вообще отличная возможность в Москве вот так вот, такой отличной обстановки. Я думаю, вообще очень мало мероприятий, поэтому такое мероприятие уникальное, и я обязательно сюда еще несколько раз вернусь. Выступил в штабе татар, безумно доволен. Ребята все вижу открытые, глаза горят, интересно, им впитывают прям информацию. И спасибо большое за приглашение, спасибо большое за приглашение организаторам, Гульнаре в том числе.
Я был очень рад выступить, поделиться ценностью с ребятами. Я вижу, что многие записывали, сидели, прям активно участвовали в выступлении. Готов с радостью участвовать в дальнейших каких-то проектах. Вот озвучил то, что сейчас не хватает, наверное. Это вот как раз для ребят, которые только хотят начать бизнес, только хотят или уже даже первые шаги сделали, но еще результат не получают. Я готов поучаствовать в создании, возможно, какого-то еще сообщества в рамках штаба, которое будет направлено на начинающих предпринимателей. Готов делиться советами. Опять же, про Инстаграм сказал. Буду рад вашим сообщениям. Пишите в WhatsApp, там найдете меня в Инстаграме, ссылку скинули в чат. Буду рад также ответить на вопросы. И в целом, еще раз хочу так подытожить, подрезюмировать. Это то, что супер открытые тут все. И это круто. Вот то, что вы делаете, это классно. Сообщество, там, где есть эта обратная связь, там, где есть вот люди, которые готовы помогать, давать обратную связь и, ну, вот в целом толкать тебя, иногда это нужно. Это прям классно. Я здесь увидел именно это. Вы делаете классную штуку, поэтому еще раз большое спасибо. Был рад выступить и готов дальше участвовать в каких-то проектах. Буду рад приглашению в целом просто даже как участник послушать какие-то встречи.